как раз рассуждая в свете нашего опыта о том, как работали экосоветники в школах и на предприятиях, на фирмах, вот в основном в Петербурге, мы думали, что и этим-то экосоветникам было довольно-таки сложно работать, потому что работа многоплановая и разнообразная. Но советники по безопасности в школе – это еще более многогранная работа по своей природе. И как-то вот в процессе обсуждения пришли к выводу, что, возможно, будет эффективнее, чтобы это был не один советник по экологической безопасности в школе, может быть, совет по экологической безопасности, в котором участвует несколько человек, которые, помимо своих основных функций, которые, наверное, никто не снимет, вряд ли в школе будет специально выделена на это ставка, которые могут специализироваться на тех или других вопросах. То есть вот это такой один из тезисов моего доклада, что один советник – это хорошо, а совет лучше. Потому что действительно работы здесь много, и даже для того, чтобы погрузиться в тему, на это уйдет и много и времени, и сил. И будет и легче, и продуктивнее, если, например, организация школы определит, допустим, 3 человек, каждый из которых взял бы на себя одно из направлений. Здесь вот на этих кружочках то, что мы обсуждали на семинаре не так давно, это несколько таких общих функций советника по безопасности, на какой бы теме он ни фокусировался. Это и стратег, человек, который определяет стратегию действий школы по повышению безопасности, и генератор идей, как это можно сделать, какие есть идеи, какие есть решения, и координатор усилий, и школы, и людей, которые вот могут обеспечить какую-то помощь извне, и пиарщик, потому что мы все хорошо знаем, насколько важно сейчас, как у нас говорят, распиарить или рассказать, популяризировать свою работу, во-первых, для того, чтобы ею могли воспользоваться коллеги, ну а во-вторых, для того, чтобы, может быть, привлечь дополнительные ресурсы. И коммуникатор, потому что вот исходя из опыта работы экосоветников в Петербурге, на чем бы ни фокусировался вот экосоветник или в вашем случае советник по экологической безопасности, это практически всегда коммуникация, общение с людьми, убеждение, привлечение на свою сторону, необходимость доказать необходимость каких-то решений и так далее. Поскольку деятельность советников или совета по безопасности довольно-таки многогранна, вот мы думали найти какой-то ориентир в определении приоритетов. Что же, с чего же стоит начать, что наиболее важно, что может подождать, как разложить эту работу на несколько направлений. И здесь вот приходит в голову как раз пирамида потребностей Абрахама Маслоу, с которой, наверное, многие из нас, большинство из нас знакомы. Здесь есть 2 варианта. Вот такой цветной с чуть большим количеством уровней и вот в середине с меньшим количеством уровней. Но идея в том, что, собственно говоря, школы, наша мечта как педагогов состоит в том, чтобы дети хорошо учились и двигались к самоактуализации. То есть, в принципе, могли бы реализовать свой природный потенциал, свой талант. Но для этого должны быть реализованы какие-то более низкоуровневые потребности. Ну и вот Маслоу говорил, что фундаментом этого всего является физиологические потребности. Я поспал, я не голоден, у меня есть доступ к воде. Следующее – это такая вот безопасность скорее психологического плана. И дальше, если это происходит, мне нужно чувствовать, что я не одинок, я принадлежу к группе. После этого уже личность может реализовывать свои познавательные потребности, свои эстетические потребности, ну и, в общем, продуктивно фокусироваться на том, что мы бы и хотели. То есть, опять же, активное и бурное саморазвитие в нашей школе и за ее пределами. Вот в этом свете направление работы экологического совета школы может выглядеть вот так трехуровнево. То есть понятно, что та база, которая совершенно необходима, это физическая безопасность, куда мы включим и вопросы здоровья, потому что это то, что касается
вот такой вот безопасности, что ли, на телесном уровне. Это соблюдение всех гигиенических требований, соблюдение вот тех ГОСТов, которые описывают безопасность помещений. Если имеется все вот это, стоит подумать и о психологической безопасности ребенка, о его психологическом комфорте. И далее мы поставили экологическую безопасность выше всего, потому что вот это более забота верхнего уровня. У того же Маслоу есть знаменитая цитата: если к вам врываются, если вы работаете там чиновником в городском совете, и к вам возбужденно врываются представительницы местного комитета и жалуются, что розы в парке плохо ухожены, значит, у этих представительниц в жизни все хорошо, потому что у них уже хватает интереса, времени и энергии думать не только вот о своем выживании, своем собственном благополучии, но и благополучии окружающей среды. Если у нас есть экологический совет, мы, конечно, можем вести работу по этим направлениям параллельно, а не ждать, что через 10 лет, например, в нашей школе будет вот это, вот это, вот это. Ну а тогда уже подумаем и о экологической безопасности. Сейчас вот мы совместно, собственно, с Биомом, то есть нас привлекли к разработке вот такого руководства для советов по безопасности, поскольку работа очень многогранная и разносторонняя, мы подумали, что мы соберем вот такой полезный сборник, который даст такие как бы направления для работы, отдельные идеи, какие-то бизнес-инструменты для определения приоритетов, чтобы не заблудиться. Опять же, вы, наверное, мысленно охватываете, если вот вы еще не работали по этой теме, или если вы уже поработали, мы представляем вот весь этот массив того, что стоило бы сделать, и много из этого хочется сделать срочно, много из этого, может быть, не срочно, но было бы интересно и хорошо сделать. И встает вопрос о том, как нам определиться, что действительно наиболее приоритетно. Для этого есть разные интересные и полезные инструменты. Там будут также стратегии работы с людьми разных целевых групп, со своими коллегами, с учащимися, с родителями, с потенциальными спонсорами, с органами власти и так далее. И путеводитель по имеющимся ресурсам. Я заметил, что один из докладов на конференции как раз сегодня будет посвящен тому массиву ресурсов, большому и полезному, который был наработан в рамках проекта. Поэтому вот, поскольку в программе очень много времени уделяется вот этому фундаменту пирамиды, я позволил бы себе наметить какие-то варианты дальнейшего развития работы экосоветников, начиная вот от текущего учебного года, заканчивая, может быть, долгосрочной перспективой. Это следующий тезис моего доклада. После того, как мы соблюдаем какие-то базовые условия, которые совершенно и однозначно необходимы в абсолютно любой школе, дальше происходит интересная вещь. Постоянное повышение каких-то более мелких аспектов безопасности далеко не всегда ведет к такому же постоянному повышению результатов, имея в виду результатов в плане ощущения комфорта человеком и результатов, поскольку мы говорим о школах, вот результатах образовательных. Этот слайд, вот этот график, который тут представлен, он не иллюстрирует мою идею полностью, это аналогия. Если вы посмотрите, то на оси X здесь расходы государства на одного учащегося, но они тут очень хитрым образом посчитаны, то есть буквально их воспринимать может быть не стоит. А на оси Y отложены результаты по тесту ПИЗа. Поднимите руку, если вы знакомы с тем, что такое тест ПИЗа. Ага. Кто-то может поделиться, пожалуйста? Делитесь, пожалуйста, с коллегами, кто-нибудь, кто поднял руку, что это такое? Итак, это вот, я прошу прощения, если я перебиваю, просто мне не слышно, когда что из аудитории говорят. Это вот такое международное исследование, которое позволяет сравнить качество образования, потому что понятно, что каждое государство самостоятельно меряет его по-своему. Обратите внимание, тут интересная тенденция. До некоторой степени увеличение расходов, оно более-менее приводит к росту качества результатов образования.
После этого наступает фактически плато. Это говорит о том, что, ну, наверное, эти деньги идут там не только на зарплату, но и на улучшение среды какой-то, но на качество образования это далеко не обязательно влияет. Это я хотел вот такую аналогию провести и с повышением безопасности нашей среды школ. До какой-то степени, когда мы работаем с базовыми параметрами безопасности, мы увидим и рост результатов в обучении, в субъективном ощущении комфорта. Дальше, для того, чтобы наши вот эти вот вложения сил, энергии, ресурсов в безопасность в широком смысле давали результаты на уровне ребенка, нам нужно думать, определять приоритеты, а во что действительно мы будем вкладывать силы и энергию. Это тот же тезис, но иллюстрированный вот моим личным опытом. Это 3 школы, в которых либо я работал, либо с которыми я работаю как консультант. Собственно говоря, все 3 в Москве. 2 из них были построены вот за последние там 2 года, а одна, которая слева, это довольно-таки старая школа, ей уже больше 10 лет. Все они довольно-таки комфортные для учащихся со всех точек зрения. Расходы на учащихся достаточно высокие, собственно, за что они и платят. Но образовательные результаты в этих школах очень разные. Я, опять же, этим хочу проиллюстрировать ту же самую мысль. Когда мы соблюдаем базовые условия безопасности, то, что происходит дальше, мы начинаем делать еще что-то. Вот хорошо бы нам, допустим, диванчик в рекреацию, или вот еще раз перекрасить где-то вот стену, или рисуночек какой-то на стене сделать. Вот дальнейшие какие-то вещи, то, насколько они будут влиять на результаты обучения, очень сильно зависит от того, насколько хорошо мы это продумываем все, насколько вот эти наши действия укладываются в какую-то нашу политику и концепцию. Я хотел дальше проиллюстрировать, что можно было бы в связи с этим сделать, и пройтись вот по 3, дальше доклад будет построен по 3 таким аспектам образовательной среды: физический, психологический и экологический. За 100 лет мир сильно изменился, но школы изменились меньше. То есть очень сильно изменились аптеки, очень сильно изменились офисы, очень сильно изменилось многое что, среда очень многих сфер общества. Но среду школ мы всегда безошибочно можем узнать. Если вот посмотреть на мои рисунки, скорее всего, вот дети в эти 40-е или 50-е смотрят на доску с мелом, в 2015-е дети смотрят на белую светящуюся доску. Но суть обучения изменилась очень мало. И это постепенно приходит в противоречие с жизнью детей. Отсюда мы имеем отчасти кое-какие проблемы и в обучении, и в поведении детей. Наша среда и то, что там происходит, очень сильно отстает от того, как выглядит вообще среда, которая окружает детей вне школы. Вот тут просто некоторые идеи и принципы того, как мы могли бы сделать нашу физическую среду более развивающей. Я еще раз хочу сказать, что я фокусируюсь вот на таких уже моментах, которые находятся в середине и вверху пирамиды Маслоу, потому что сегодня прозвучит много докладов, которые имеют дело с базовыми параметрами. Среда – это самый эффективный педагог. Она часто учит детей гораздо лучше, чем мы. Мы можем что-то сказать, а в среде дети увидят, как мы на самом деле это реализуем. Мы можем говорить, что мы экономим воду, и как это важно, провести на эту тему урок, а в туалете дети видят, что текут все краны и унитазы. Дети понимают, что, наверное, может быть, не сильно-то коллектив школы озабочен экономией воды. Или мы говорим, как мы заботимся о здоровье детей, а дети видят, что какие-то аспекты школьной среды совершенно не ориентированы на их здоровье. В этой связи следующий тезис: цепь не может быть сильнее самого слабого из ее звеньев. То есть, если наша развивающая среда – это наше самое звено слабое, то вот таким будет и образовательная система в целом. Дальше вот отсылка к Чехову: если на сцене висит ружье, оно должно выстрелить. Давайте не только украшать нашу школьную среду ради красоты, но и стараться, чтобы это работало на то, для чего работает школа вообще, чтобы стимулировать познавательный интерес детей.
на стену цветок, пусть он о себе что-то расскажет. Я дальше покажу как. Если мы делаем какой-то красивый стенд, пусть это будет стенд, который заставляет детей подумать о чем-то, задать какие-то друг другу вопросы. Ну и вот пропустим, за не имеем времени, еще два тезиса. Перейдем к следующему слайду. Здесь вот очень сильная вещь, которую я заметил из своего опыта, из опыта коллег, это насыщение среды разными какими-то стимулирующими элементами. Вот на левой картинке изображен более экстремальный вариант, на правой вот достаточно дешевые игрушки, которые направляют энергию детей в здоровое русло. Это вот одна из тех недорогих инвестиций, которые очень могут хорошо снизить, например, проблемы с дисциплиной на уроке, дети повысить внимание. Когда в руках детей есть какие-то штучки, которыми они вертят и крутят, их сенсорные вот эти вот окончания на пальцах получают стимуляцию мозг. Многим детям от этого легче действительно концентрироваться на уроке. По первости это вызывает скепсис, это вызывало скепсис у меня. Ну, наоборот, это будет детей отвлекать. Ну, кто-то иногда выронит этот мячик, но в целом, по крайней мере, на моих уроках я обратил внимание, что эти дети, особенно у кого проблемы с вниманием, используют это довольно-таки неплохо и действительно учатся чуть лучше, и, по крайней мере, их внимание устойчивое более. Следующий слайд показывает тоже, как уже можно, потратив, правда, больше ресурсов, в том числе и денежных, сделать среду более сенсорно интегрированной, более комфортной для детей, более физически комфортной, и от этого она станет комфортнее психологически. Повышается настроение детей, повышается их уровень внимания, вследствие этого повышаются результаты обучения и снижаются проблемы с дисциплиной. Ну вот тоже здесь показана некая вот образовательная среда, и она тоже посылает посыл детям, кто они в этом здании. Вот в этой среде она вроде такая свеженькая, с физической точки зрения, скорее всего, безопасная. Но здесь видно, что центром этого процесса является учитель, а вот ученики – это некая масса. Здесь сложно представить, что дети будут учиться активно. Сложно представить, что в этой аудитории произойдут какие-то неприятности с детьми с точки зрения, там, потолок, скорее всего, не свалится, или вот эти вот вентиляторы. Но далеко не факт, что здесь дети себя будут чувствовать комфортно психологически, и далеко не факт, что здесь дети будут учиться активно и развиваться. Я попрошу тоже кликнуть на следующий слайд. Коллеги, что это за помещение на следующем слайде? Кто мне может подсказать? Узнаете ли вы такое помещение? Кто-то может предположить, что это? Фойе. Фойе чего? Школа. Да, мы легко узнаем такое помещение. Почему-то вот их всегда легко узнать, даже если это не типовой проект. Вот, наверное, их можно узнать по какой-то вот такой унылой пустоте. Здесь вот даже какие-то есть кресла, какие-то вот банкетки, хлорофитум, парочка висит, вполне возможно, что пластиковых. Но в целом мы всегда узнаем фойе школ вот по этой какой-то унылости. И я буду даже радикален, скажу, что может бессмысленности. Я работаю со школами в Калужском регионе, и они там, некоторые эти школы переполнены. То есть вот классы забиты от стенки до стенки. И педагоги всегда жалуются, что вот вы рекомендуете, чтобы дети работали в группах, чтобы дети работали активно, а так получается, что у нас и места-то нет, столы переставить. И при этом вот у них вот такие вот пустые, унылые холлы, которые наполняются детьми только тогда, когда их нет в классе. И вот частью там нашего проекта было то, что они стали насыщать эти холлы или рекреации, фойе, в том мебелью нигде, можно вот в этом кресле отдельно посидеть и передохнуть между уроком, на котором ты сидишь, и следующим уроком, на котором ты и так сидишь. Делать там какие-то коврики, какие-то пуфики, небольшие полочки, там, чтобы дети могли собираться в группах или даже учиться, когда их посылает учитель из класса и говорит, вы вот 4, идите и поработайте над учебным проектом, над учебным плакатом. Я ставлю открытую дверь,
чтобы видеть, что вы там не безобразничаете, не выбрасываетесь из окна, как вот по первости наши учителя очень боялись. А я ученика выпущу из класса, он пойдет выброситься из окна. Было такое почему-то опасение, как будто дети не могут выброситься в свободное от урока время. На следующем слайде это более радикальный пример. Понятно, что здесь у этой школы явно больше денег, и архитектура больше располагает. Но, с другой стороны, несложно представить и фойе на предыдущей фотографии, где стоят столы, где стоят какие-то коврики, где есть какая-то учебная жизнь. Ну вот, на одном из моих семинаров я упоминал, что заговорить школьную среду могут помочь эти коды. Коллеги, поднимите руку, если вы с ними знакомы. Отлично. Ну, вот те, кто поднял руку, вы, коллеги, запомните их, потому что, может быть, они это уже используют в своей работе. То есть это такой код, который можно сканировать мобильным телефоном. У многих детей сейчас есть вот эти вот не просто телефоны, а смартфоны. И наведя камеру телефона на такой кодик, ребенок попадает на какую-то интернет-страницу. То есть даже у того же хлорофитума в холле может висеть небольшой код, на котором по ссылке ребенок может узнать, что такое хлорофитум. Будет еще круче, если этот ролик про хлорофитум другие дети, например, из более старшего класса, записали. Это было частью учебного проекта, и более младшие дети, дети из других классов теперь могут это пользоваться. Вот у нас был такой проект в моей школе, где я работал, и все наши стены говорили. Выключатели говорили о том, сколько на этом выключателе висит лампочек и сколько они потребляют энергии. Модель кишечника, которая висела в кабинете биологии, рассказывала про разные части, про разные органы сопутствующие и так далее, и так далее. Это очень интересная технология, она практически не стоит денег, надо только распечатать этот код. Но правда, кто-то должен найти это видео и загрузить его туда. Это действительно здоровская технология, и вдруг дети понимают, что на самом деле, и учитель тоже, что мобильный телефон – это не всегда наши враги. Они тоже могут быть, их потенциал использовать в мирном русле. Не против нас, когда дети постоянно сидят там в Фейсбуке, а и для нас, ну, для наших педагогических целей. Следующий пример на следующем слайде тоже довольно-таки требующий инвестиций, но это уже может быть к органам управления образованием. Здесь вот на крайней правой, на верхней левой фотографии холл хорошколы, где среда тоже насыщена, но уже не QR-кодами и ссылками, а какими-то объектами, с которыми дети могут взаимодействовать и что-то узнавать. Модели научные, знаете, да, такие есть. Какие-то вот глобусы, которые можно вертеть. Далеко не каждая школа это себе может позволить нигде, ни в России, ни там в Америке. Я не видел там это в такой супермассовой практике. А в России сейчас это решается тем, что образовательная среда школы понимается шире, чем сама школа. У нас есть целое сообщество, у нас есть, допустим, город или там район, и в нем есть разные образовательные ресурсы. И вот, в частности, во многих регионах России делаются такие кванториумы, то есть специальная такая среда, которая стимулирует познавательный интерес ребенка. Дети туда приходят, там проводятся занятия, там есть какие-то интерактивные инсталляции. Но это очень дорого, и не знаю, насколько это вот затраченные на это деньги, они вот прямо окупаются пропорционально образовательными результатами. Другой интересный опыт, вот внизу изображены такие вот модули в коробках. По этому пути тоже идет часть регионов, и, например, в западных странах это тоже очень популярно. Регион или страна вкладывается в разработку таких учебных модулей. Вот в этой коробке есть инструкции для детей, необходимые материалы, формируется такая библиотека, и вот эти модули кочуют. Например, на этой неделе эту коробку взяла эта школа и проводят занятия, которые довольно-таки интересные, потому что там интересные материалы. В следующий раз эта коробка едет куда-то дальше, есть некий центр. Мне кажется, это вот очень экономичный и интересный инструмент насыщения вот и образовательной среды, и образовательного процесса. Это вот попытка привнести такую современность в каждую школу.
понятно, что у каждой школы нет ни денег, ни сил, ни ресурсов сразу насытить и среду, и обучающий процесс какими-то современными учебными технологиями и модулями. И создается некий центр методический, который разрабатывает, ну, такие учебные модули, что ли, тематические, допустим, на 4 или 8 часов. Это все засовывается в коробку, то есть там есть инструкции для детей, там есть какие-то материалы, есть вот эта интересная тема микроскоп за $1, там из картона, зеркал и линз простых делается, дети сами это делают. Есть спектроскопы, которые можно сделать из CD-диска. Простые, но интересные детям материалы. Дети сами собирают себе какой-то инструментарий. В основном они, естественно, научные, но всегда на стыке нескольких дисциплин и всегда посвящены каким-то актуальным научным темам. Нанотехнологии, там полупроницаемые ткани мембранные и так далее. И дальше эти ящики могут либо быть куплены школой, либо они есть вот в библиотеке, допустим, методического центра, предположим, Института повышения квалификации. И школа может одолжить себе эту коробку, провести с ее использованием занятий, потом вернуть. Таким образом, не нужно расходовать средства на каждую конкретную школу. Ну, как книги, да? Мы можем купить себе книгу, а можем одолжить в библиотеке. Результат один и тот же, мы прочитали книгу, а стоимость достаточно отличается. Ну вот, это просто такие несколько штрихов к физической среде, разные решения. Дальше я хотел перейти к психологическим аспектам среды. Ну вот у нас уже такой произошел переход от физической среды к тому, что в ней происходит. То есть, опять же, я хотел вот свой тезис озвучить, что мы повышаем безопасность нашей школьной среды до какого-то уровня просто потому, что дети должны учиться в хорошей, комфортной среды. Все, что происходит дальше, это мы повышаем, что ли, комфортность нашей среды, для того, чтобы дети учились лучше и давали лучшие результаты для себя и для общества. И иногда вот уже и сама атмосфера, и стиль преподавания стимулирует риск нежелательного поведения и понижает безопасность. На следующем слайде представлено несколько таких примеров. Ну вот, я хочу сказать, что я много лет проработал учителем, и я, как и вы, прекрасно понимаю, что нет волшебной палочки, что вот одна единственная технология, и сейчас все дети зажглись и с горящими глазами пошли учиться. Мы также все понимаем, что есть какие-то дети, проблемы которых из семьи или проблемы развития настолько глубоки, что мы вряд ли будем в состоянии что-то очень серьезно изменить в их жизни, только меняя свою школу. Там нужна другая работа. Но есть и масса таких детей, которые вот между вот этими двумя полюсами. И если мы некоторым образом изменим и свою среду, и свой образовательный процесс, мы можем изменить и этих детей, их дисциплину, их внимание и их образовательные результаты. Здесь я вот по просьбе Владимира хочу 2 слова сказать про так называемые гибкие навыки. Пожалуйста, переключите на следующий слайд. Вот это вопрос, который мы уже, наверное, с супругой лет 20 задаем, когда мы проводим семинары. И если есть время, на семинарах участники пишут некий список. И, как правило, этот список один и тот же вот в разных странах и в разных регионах России. Они должны быть коммуникативны, они должны быть креативны, они должны быть эрудированы и прочее, прочее. И, как правило, этот список, по иронии судьбы, тех самых качеств, которые школа учит меньше всего. Мы говорим, что мы это преподаем, но об этом, как правило, не знают дети, и, как правило, и сами педагоги не в состоянии сказать, а как это осуществляется. Вот мы развиваем эрудированность, ну, эрудированность, ладно, коммуникативность. Как именно это мы делаем? Ну мы рассказываем детям про коммуникативность. Развилась ли у детей эта коммуникативность? Может да, может нет. Поэтому вот то, что это просто из опыта работы нашего проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Мы пытаемся построить образовательный процесс так, чтобы вот эти самые качества, которые бы мы хотели развивать у детей, были понятны и самим детям, и были бы действительно встроены в процесс обучения. Это то, что сейчас во всем мире начинают называть гибкими навыками. Есть так называемые твердые навыки, то есть предметные. Например, в биологии ребенок умеет обращаться с микроскопом. Это предметный навык, который нужен в основном для биологии.
он будет важен человеку, который будет либо биологом, либо, может быть, доктором. Например, в физике умеет пользоваться динамометром. Если ты не физик, скорее всего, тебе это больше не понадобится. Но есть какие-то вещи, вот они, это твердые предметные навыки. Есть какие-то вещи, которые независимо от того, будешь ты биологом, будешь ты физиком, будешь ты продавцом или руководителем, тебе понадобятся так называемые гибкие навыки. Их бессмысленно преподавать как отдельный курс. Например, коммуникативность, решение проблем, творческое мышление и так далее. Нет смысла вводить в школьный курс творческое мышление. Есть смысл организовать работу так, чтобы дети осваивали разные стратегии творческого мышления на каждом предмете или на большинстве. Вот сейчас это большая задача, которую себе ставят практически все образовательные системы большинства вот таких вот стран, которые вкладываются в развитие образования. Вот даже до России дошло. Да, я хотел бы перейти к экологической безопасности. И следующий слайд, цитаты из моего любимого автора. Как обогревается, охлаждается, освещается здание моей школы, что все это стоит планете, полная тайна для ее обитателей. Оно не содержит никаких намеков на то, из каких материалов построено. С самыми небольшими модификациями его можно было бы спокойно превратить в фабрику или тюрьму. Когда заканчиваются уроки, мало кто остается в здании надолго. Здания не резонируют ни с нашей биологией, ни с эволюцией, ни с эстетическими потребностями. Оно строилось без особых запросов, но какие еще посылы они нам дают? Мы не можем изменить что-то фундаментально в нашем здании, но мы можем привнести какие-то элементы, которые бы хотя бы показывали ребенку, заставляли задуматься. У этого здания есть экологическая нагрузка, оно что-то стоит природе. И, кстати, детям полезно задуматься, а что оно стоит и обществу. Не всегда дети понимают, что как бы там ни выглядело школьное здание, государство там или муниципалитет несет довольно-таки большие расходы. Это из налогов их родителей и прочее. Дальше, если пройти просто по следующим слайдам, это вот пример, как вот можно насытить школьное здание какими-то дополнительными объектами, которые заставляют детей задуматься о том, как работает природа. Так называемая живая лаборатория или живая машина, где показаны процессы природной самоочистки воды. Если это вот сделано красиво дизайнерами, а на следующем слайде вы видите все так более, как правильно сказать, убого. Это мы делали с детьми. Здесь в самом нижнем аквариуме живет рыба. Мы выращивали карпа там. Рыба питается червяками, которые вот там на окне, если видно, пищевые отходы, стрелочка. То есть червяки перерабатывают пищевые отходы, становятся кормом для рыбы. Рыба, естественно, в том числе растет, но загрязняет воду. Она прокачивается через мини-экосистемы и возвращается рыбам чистая. Это был школьный проект. Над этим работали дети на нескольких предметах. И потом он вот в фойе нашей школы, и всегда я смотрю, там какие-то есть дети рядом, проходят там на переменах, задают друг другу вопросы, строят какие-то гипотезы. То есть вот наука происходит, можно сказать, сама по себе. Я как учитель только могу потом сделать отсыл. Вот я подслушал, что вы обсуждали, кормят ли чем-нибудь эту рыбу. Нет, ее ничем не кормят. А почему? Что же она ест? Наверное, она ест вот эти маленькие водоросли. А почему там рыба не расплодится в большом... В общем, вот все те вопросы, которые мы хотели бы, чтобы дети задавали, которые мы пытаемся задавать на уроке, возникают у детей самым естественным образом, когда наша среда насыщена какими-то такими объектами. Половина моего курса биологии и 2/3 моего курса экологии вот я мог вести, используя вот эту замечательную вещь. Кроме того, вот говоря об экологической нагрузке здания, тоже было бы неплохо рассказать детям о том, что это здание стоит природе. Может, через систему QR-кодов, может, через систему плакатов. Дети не всегда видят эти связи, но когда они их начинают видеть, они удивляются, у них возникают какие-то гипотезы и повышается интерес. Потом этот интерес выплеснется и на наши уроки. И наши уроки будут более интересными для детей, дети будут более вовлечены, и будет меньше проблем с дисциплиной и больше результатов. То, о чем мы, собственно, и мечтаем, когда говорим о хорошей школьной среде.